Здравствуйте, я всех приветствую. Меня зовут Ася Валентиновна Тутманова. Я представляю коллектив «Ритм-балет Гранде» ГКЗ Башкортостан города Уфы. Мне бы хотелось посвятить время сегодняшнее испанскому танцу. Но если быть точнее, мне бы хотелось охарактеризовать Испанию как отдельную планету. Представители Испании очень разные, как и их танцы. Хотя бы возьмем фламенко. Женщины, их костюм, их внешний вид, их прическа, начало танца сдержанное, спокойное. Но вы знаете, можно сравнить как с вином, которое зреет, медленно набирает силы, сок, так и танец фламенко, вот он как бы идет с нарастающим, и потом выдает себя вот в этой страсти движений, в этих резких поворотах. И потом, конечно, еще добавляют каблучки у женщин фламенко, как четко работают они дроби, как они выбивают вот эту богатую палитру дробей. Вот, пожалуйста, фламенко. Андалузию, если взять, представители Андалузии. Тоже другой народ. Это пластика движений их, то, что они подчеркивают, скажем, свою стать и фигуру, выходы, манера, тоже та же сдержанность, но вот в поворотах этих широких, как крылья, движения, все вот тоже, пожалуйста, они по-своему представляют именно характер тоже своего народа. Или взять представителей баски. Это движение, то есть танцы у них прыжковые, довольно-таки такие тяжеловатый прыжок, больше в землю. Обычно это массовые танцы. Тоже совершенно, вот если посмотреть, он несравнимый ни с фламенко, ни с Андалузией. Или, пожалуйста, арагонская хота. Летящие, искрящиеся, где-то шаловливые, непредсказуемые. Вот вам арагонская хота, прыжковое движение. И здесь легкость совершенно другая, то есть показывается совершенно другой характер. Потом еще великолепное дополнение в испанских танцах – это атрибут кастаньеты, который дополняет четко ритм и обогащает, и дает характер ярче, который помогает украсить любой номер. Это, конечно, большой плюс. Единственное, что разница, скажем, если исполняют фламенко и Андалузия, кастанета одевается на большой пальчик и выбивается ритм с определенными паузами. А в арагонской хоте надевается кастанета на средние пальчики и держатся ручки вот здесь. Потому что сам характер, как я говорила, легкий, воздушный, игривый. Это вам, пожалуйста, арагонская хота. Сегодня мы познакомимся с материалом арагонской хоты. Он довольно-таки богат, потому сразу, может быть, не объять все с самыми простейшими движениями этого танца. Арагонская хота. Положение рук, скажем, левое мы кладем на бедро, это кастаньеты. И, пожалуйста, вот это вот стать сама, подача, вот это превосходство, скажем, над другими, вот что тоже характеризует характер, да, этих испанок, игривых, задиристых порой. Пожалуйста, здесь вот в арагонской хоте. Хотя бы вот проходочка, вот она, вызывающая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, и кастанета, та-та-та-та-та, 4. Очень простой ход. Очень важно, конечно, передать характер. Раз, два, ручка ведется с корпусом, 3, 4. И вот немножечко так положив спиночку на лопаточки, кокетливо мы вводим корпус. Раз. А ножку держим на полупальчике. Очень удобно стоять и вот так вот кокетливо, чуть ли не вот готовы запеть саму мелодию или какую-то песню игривую. Раз. Первый шаг мы делаем как раз вот на эту ножку, которая стоит на полупальчике. И делаем выпад на тергушон. Раз. А теперь
переходим на правую ножку. На левую встаем, расправа, тягушок. И корпусом, вот, встречно 3, 4. Можно при этом руку постепенно поднимать, просто для того, чтобы украсить движение. А если у нас с вами кастаньеты, то мы раз, так, так, ти, 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 так, так. Раз, два. Как я говорила, испанский материал конкретности арагонской хоты очень богат. Мы сегодня не будем брать прыжковую часть, потому что это связано с эсон, кабриоле, которые просто вот в этом условиях не совсем возможно использовать. Первую позицию и левую в третью позицию. Подразумевается партнер справа, где открытое положение по отношению к партнеру. Правой ножкой делаем шаг. Раз, левую отводим вот так вот, не выворотно в сторону. Повторяю еще разочек. И раз, и два. Пожалуйста, еще очень просто. Дело в том, что движение простое, но делается оно на изотакт и в 2 раза быстрее. Я разложила сейчас очень просто, спокойным темпом. Если показать полностью движение, раз, 2, 3 и 4. Вот это довольно-таки быстрое, тоже шустрое, легкое движение. Хотя оно делается на полу без прыжка. И делается оно с партнером. Скажем, партнер стоит от меня справа, а партнерша слева. Раз, 2, 3, винт, 4. На этом наше первое занятие закончено. Надеюсь, что было несложно. Советую вам повторять эти движения, заучивать. Если не будет получаться, не переживайте. Все получится. Успехов. Всего доброго.